Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 15 мая. Проектно-сметная документация готова по 6 объектам. Президент провел совещание по вопросам реализации инвестпрограммы. Язык – наше богатство. Сегодня в Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Межправительственное соглашение с Российской Федерацией о взаимном признании дипломов ратифицировано. И другие актуальные вопросы пресс-конференции министра образования и науки. Президент Анатолий Бибилов провел совещание по вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы. В его работе приняли участие ответственные за выполнение инвестпрограммы лица. Глава государства интересовался количеством объектов, по которым составлена проектно-сметная документация. Ирина Битиева подробнее. Президент Анатолий Бибилов провел совещание с министрами, ответственными за исполнение инвестиционной программы. На совещании глава государства интересовался, какие объекты по какой причине еще не переданы Комитету государственного имущества. Заместитель министра по строительству Илья Гучмазов рассказал, что среди завершенных объектов есть и такие, которым необходимо сделать дефектные акты. И лишь после этого они будут переданы в эксплуатацию. Президент отметил, что эти объекты необходимо было сдать еще в ушедшем году. Сколько объектов передано госимуществу? Мы же их уже все сделали. Сколько объектов из 70 передано госимуществу? У меня сейчас этой информации нет. Она у меня готова, просто я к совещанию эту информацию не готовил. Вот если бы вы занимались этими объектами, то бы у вас была информация, и вас бы интересовало, вот у меня 70 объектов, из них я уже госимуществу передал 10 или там 25 объектов. Для разрешения этого вопроса президент поручил председателю правительства Эрику Пухаеву провести отдельное совещание по конкретным объектам с участием соответствующих министерств. На совещании также обсуждались объекты, которые будут строиться в 2018-2019 году. Летом этого года должно быть завершено строительство 6 объектов. Это улица Чаева, бывшая улица Суворова, Чикаева и Нартовская. Работы по проведению подземных коммуникаций на этих улицах завершатся в июне, и после этого приступят к их благоустройству. Также ведется строительство многоквартирного дома в конце улицы Героев. Дорожные строители заняты на автомобильной дороге Гуфтак-Вайса и Гром-Динагар. Ирина Битева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск сегодня. Участниками сегодняшнего круглого стола стали сотрудники прокуратуры Южной Осетии и представители Генпрокуратуры Российской Федерации. В рамках подписанной программы о сотрудничестве между двумя ведомствами предусмотрены рабочие встречи для обмена опытом. Подробности в материале Розы Тедеевой. Организация прокурорского надзора за соблюдением органами государственной власти законов и законностью издаваемых ими правовых актов. Тема круглого стола, которая прошла в Генеральной прокуратуре республики. Участниками встречи стали сотрудники прокуратуры Южной Осетии и представители Генпрокуратуры Российской Федерации. Совместная работа проводится в рамках подписанной программы о сотрудничестве между двумя ведомствами. В рамках программы предусмотрены рабочие встречи для обмена опытом, круглые столы, где обсуждаются насущные проблемы, с которыми сталкиваются прокурорские работники как в Южной Осетии, так и в России. Совместно будем, наверное, обсуждать какие-то проблемные вопросы, такие же проблемные, как и на территории Российской Федерации при применении тех или иных норм права. И они еще более проблематичны, скажем так, на территории Республики Южная Осетия в связи с тем, что мы применяем российское законодательство и одновременно мы применяем и законодательство Республики Южная Осетия. Руководитель делегации и старший прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Российской Федерации Евгений Николаев высоко оценил значимость подписанной программы. Он отметил, что это послужит более плотному взаимодействию между ведомствами. Данная программа имеет огромное значение в практической нашей надзорной деятельности. Нам очень интересно не только рассказать в пределах своих выступлений о работе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, очень интересно и полезно услышать
мнение сотрудников Генеральной прокуратуры Республики Осетия, а также приглашенных представителей государственных органов Республики Южная Осетия. Гости из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также ряд сотрудников Генпрокуратуры Южной Осетии представили доклады касательно темы организации прокурорского надзора в сфере исполнения законов и подзаконных актов со стороны органов государственной власти. Каждый доклад был обсужден по отдельности. Желающие имели возможность высказывать свое мнение по представленным темам. Роза Тадеева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. На границе Южной Осетии с Грузией в районе села Эргнет проходит 86-я встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждаются вопросы, связанные с ситуацией на территориях, прилегающих к государственной границе Республики Южная Осетия. За время последней встречи были зафиксированы случаи нарушения государственной границы Южной Осетии гражданами Грузии. После прохождения соответствующих процедур задержанные были выдворены за пределы республики. Югоосетинская сторона в очередной раз предложила приступить к совместной работе по демаркации и делимитации государственной границы между Южной Осетией и Грузией. Подробнее об итогах встречи смотрите в наших информационных выпусках. На пресс-конференции в Госкомитете информации и печати министр образования и науки Южной Осетии Наталья Гасиева отметила значимость соглашения о взаимном признании образования и квалификации, подписанного между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией в 2017 году и вступившего в силу 4 мая текущего года. В преддверии последнего звонка не обошли стороной вопросы о высшем образовании для выпускников Южной Осетии. Какие еще вопросы интересовали представителей СМИ в репортаже Марьяны Чучьевой. В Государственном комитете информации и печати состоялась пресс-конференция министра образования и науки Натальи Гасиевой. Встреча с журналистами началась с вопроса о мероприятиях, которые будут проведены 15 мая, в День осетинского языка. Министр отметила, что практически в каждой школе пройдут тематические уроки и приуроченные к празднику мероприятия. В каждом классе, можно сказать, в каждой школе проводятся определенные мероприятия. Что касается мероприятий конкретно республиканского значения Министерства образования и науки. Завтра, 15 числа, мы планируем большой круглый стол. Обсуждение вопросов преподавания осетинского языка в дошкольных образовательных учреждениях. Подписание межправительственного соглашения с Российской Федерацией о взаимном признании дипломов уже ратифицировано. Россия будет признавать дипломы, полученные в образовательных учреждениях Южной Осетии и наоборот. 4 мая 2018 года положения документов вступили в силу. О преимуществах этого соглашения для Южной Осетии рассказала Наталья Гасиева. До этого момента у наших студентов, абитуриентов возникали проблемы с ратификацией документа, с легализацией, то после принятия соглашения, после того, как оно вошло в силу, данной проблемы не должно быть. Поэтому это, конечно, безусловно облегчает процесс обучения наших выпускников в вузах Российской Федерации. Соглашение распространяется абсолютно на все документы, которые были получены на территории Республики Южная Осетия и до принятия, до подписания соглашения и, соответственно, Что касается научных званий, то, по словам Натальи Гасиевой, требуется провести определенную работу. Этот вопрос будет решаться следующим этапом. Над решением этой проблемы работает и Юго-Осетинский университет, и научный институт. Высшая аттестационная комиссия, недавно созданная в нашей республике, будет признавать и ученые степени. Мы ждем, конечно, следующего этапа. Будет представлен в парламент нашей республики документ. И с вторым этапом у нас уже готово положение о присвоении ученых званий и должностей. Поэтому будет второй этап. Я думаю, что это будет в этом месяце. И потом это все уже, то есть мы подводим нормативно-правовую базу. Конечно, есть потребность, востребованные уже, наверное, диссертационные советы в нашей республике. Если мы там говорим об аттестационной комиссии, вопрос решается. Следующий этап, я думаю, университет будет активно обсуждать диссертационные советы. И вопрос Академии наук, на мой взгляд, он тоже достаточно актуален. Возможно, по каким-то определенным направлениям. Вы знаете, что Академия наук уже 20 лет существует в Абхазии.
В преддверии последнего звонка не обошли стороной и вопросы о высшем образовании для выпускников Южной Осетии. Высшее образование за рубежом – это всегда залог успеха и больших карьерных перспектив в будущем. Так считает большинство родителей, которые желают лучшего своим чадам. Однако у этой медали имеется и обратная сторона. Если погрузиться в статистические данные отправленных на учебу и вернувшихся, то с 2003 по 2017 год на учебу по лимитам отправлено 935 человек, а с 2013 по 2018 – 183 студента. Министерство образования направило письма в вузы Российской Федерации, где обучаются выходцы из Южной Осетии, чтобы понять, каких специалистов получит государство. Ни одно государство не может стабильно развиваться, пока самыми востребованными специальностями остаются юристы и экономисты. А как они учились? А как они себя показали? Но главное, как родитель, вы мне отправьте ребенка, а дальше уже 4 вуза нам ответили, мы официальные письма послали. И только напротив фамилии 2 наших студентов, выходцев из Южной Осетии, написано «есть задолженность». У остальных написано «задолженностей нет». Если в прошлом году было 69 мест, в этом году мы получили 18 мест. Всего лишь по линии Россотрудничества. В ходе пресс-конференции представители средств массовой информации республики задавали и вопросы, вызывающие в последнее время повышенный интерес общественности. Поэтому на встрече не мог не состояться разговор о состоянии нравственности в учебных заведениях страны. В последнее время один за другим общественность будоражат новые и новые истории о тайной жизни учеников. Назвать одного виноватого невозможно. В современном мире технологического прогресса очень сложно обвинить тот или иной сегмент общества. Каждый человек, будь то ученик школы или взрослый сформировавшийся человек, должен повышать требования к своей собственной морали. Самостоятельность человека тем и определяется, что мы должны быть в состоянии делать выбор на основе своего собственного морального кодекса по имени честь и совесть. Не кто-то конкретно виноват, а каждый из нас, каждый член общества виноват. И это, наверное, правильная будет позиция. Учителя, они чувствуют себя очень, то есть когда на них налетают, там, вплоть до программы духовно-нравственного воспитания. Вот она есть, а такое случилось. Я и там напомнила, еще раз напоминаю, если говорить о конкретной программе, чисто логически, хронологически, то она вошла в действие в сентябре 2017 года, а этот случай был 1,5- или 2-летней давности. Если говорить о программе, смешно мне это напоминать, но иногда говорят, программа и вот такой случай. То есть конкретной программе, причем здесь программа. Мы занимаемся воспитанием каждый день, каждый час и каждую минуту. Поэтому принята программа, не принята, это наша работа. И это, конечно, и это наша боль. Это и во все времена бывало, может быть, не такой случай, но идентичность то, что причиняет, допустим, боль тем же педагогам. Сейчас налетать на педагогов, мне кажется, несправедливо. А почему мы себя снимаем, или не себя, институт семьи, то, что часто бывает провален в каких-то отдельных, вот какие-то догмы, какие-то критерии, но что, каким определенным требованиям провален, это факт. Представители средств массовой информации республики в течение всей встречи задавали многочисленные вопросы министру образования и науки. О них и ответах Натальи Гассиевой мы расскажем в наших ближайших выпусках. Марьяна Чочева, Александр Кочев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня важный и значимый праздник для нашего народа – День остинского языка. По всей республике в честь этой даты проходят различные мероприятия. О роли и значении родного языка собравшиеся говорили в библиотеке имени Анахарсиса. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса прошло мероприятие, приуроченное ко Дню осетинского языка. Почетными гостями стали преподаватели осетинского языка Юго-Осетинского государственного университета, преподаватели Министерства культуры, сами работники библиотеки и учащиеся второй средней школы. Вначале участники мероприятия рассказали о значимости осетинского языка в нашей повседневной жизни, отметив его богатство и красочное звучание. Праздник осетинского языка для каждого осетина должен быть ежедневным. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы излагать свои мысли и пожелания на осетинском языке. Тогда мы будем знать свой язык. Профессор Зоя Битарта в своем выступлении отметила, что каждый осетин обязан разговаривать на родном языке. И делать это не только во время таких праздников, но и ежедневно дома, на работе, в учебном заведении. С ее словами, что в первую очередь любовь к родному языку должны привить ребенку дома, в семье нельзя не согласиться. Нам еще надо многое сделать для развития осетинского языка. Красивую осетинскую речь всегда приятно слушать. Сегодня я стала свидетелем, как выступающие хорошо излагали свои мысли на родном языке. Но я бы хотела, чтобы мы каждый день говорили на таком красивом осетинском языке.
Зоя Битарта подарила библиотеке этимологический словарь осетинского языка и книги на фидюсуйте по осетинской литературе. Видные знатоки осетинского языка и литературы Мелитон Казиев, Сергоплиев, Зарбек Джабиев все сетовали, что на сегодняшний день многие уже не разговаривают на родном языке, уезжают за пределы республики и забывают свой язык. Было высказано предложение, чтобы преподаватели осетинского языка и литературы школ республики ежегодно подготавливали для Юго-Осетинского государственного университета одного абитуриента на факультет осетинской филологии. Роберт Каглоев, директор научно-исследовательского института, рассказал о своем визите в Республику Абхазия на научную конференцию, о своем удивлении тем, что все докладчики выступили на своем родном языке. И было бы хорошо, если мы тоже будем проводить свои научные конференции, совещания правительства и другие значимые мероприятия на родном языке. После наступило время литературно-поэтической части мероприятия. Учащиеся второй средней школы прочитали стихотворения осетинских поэтов, в которых в звучной рифме высказана любовь и уважение к родному языку. В завершении директор Республиканской национальной библиотеки Валерия Кукоева отметила, что такие мероприятия привлекают внимание к проблеме сохранения языка, проблеме от положительного решения, которой зависит будущее нашего народа. У каждого человека есть свой родной язык, на котором он говорит, пишет и рассказывает с удовольствием. Язык – это главное достояние осетинского народа, и каждый человек, считающий себя патриотом, должен знать и беречь свой родной язык. Анжела Кукоева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Председатель правительства Эрик Пухаев поздравил жителей Республики Южная Осетия с Днем осетинского языка и литературы. Он отметил, что сегодня необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить и передать осетинский язык нашим потомкам. Уважаемые сограждане, в этот прекрасный весенний день желаю вам здоровья и процветания. Пусть родное слово, как и родная земля, придает сил, энергии и вдохновения для новых успехов и выдающихся дел, пожелал премьер-министр. К другим темам. Долгая дорога в Крым для миллионов туристов останется в прошлом. Самый протяженный в России и Европе мост через Керченский пролив сегодня стал центром больших торжеств. Состоялось официальное открытие автомобильной части моста. Поехали легковушки и пассажирские автобусы. Церемонию посетил президент Российской Федерации. Лучшие специалисты со всей России работали с опережением графика. Возведение самого протяженного в России и Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше 2 лет. Движение открылось синхронно с 2 берегов Керченского пролива. 4 полосы по 2 в каждую сторону. Трудолюбием нашего соотечественника Инала Джиоева можно восхищаться не переставая. Началось все с малого, но из года в год урожай приумножался. Энтузиаст начал выращивать зелень и овощи в маленьких коробках, но после пристройки в своем домовладении добился потрясающих результатов. О них нам расскажет Фатима Чучиева. Человек с золотыми руками, не привыкший тратить время зря. Именно так можно характеризовать жителя Цхинвала Инала Джиоева. Жизненные обстоятельства вынудили переселиться его в город Цхинвал из села Велиц Наурского района. Но привыкший с детства к труду, Инал не смог переменить свое отношение и став городским жителем. Он стал выращивать зелень и овощи в маленьких коробках. Но когда они стали давать хороший урожай, то решил сделать небольшой палисадник над пристройкой 2-го этажа. Со временем стал расширять его. Теперь у него здесь почти что сад. Тут и зелень, огурцы и помидоры нескольких видов, болгарский и горький перец и даже персиковое дерево. У меня не было земельного участка, где можно было бы заниматься овощеводством. И тогда я нашел такой выход. Выращиваю все, кроме картофеля. Также выращиваю виноград нескольких видов, персики, кизил. Осенью сею зелень и уже в феврале-марте получаю урожай. После этого посев продолжается. Уже около 10 лет Инал Джиоев занимается этим делом, вкладывая душу в свой импровизированный огород. И с каждым годом увеличивается количество получаемого урожая. И в этом году урожай богатый. Как мы сами видели, одна партия зелени уже собрана и даже нашла своего покупателя. На днях хозяин этих участков приступит к сбору следующей партии свежей домашней зелени. Инал помимо свежей зелени продает и рассаду, которую также выращивает сам. Фатима Чучиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. А теперь к новостям спорта.
Цхинвальская футбольная команда «Спартак» одержала очередную победу. В пятом туре чемпионата Северной Осетии Алани цхинвальцы встречались с Владикавказским «Автодором». После первого тайма «Спартак» проигрывал со счетом 1-0. Однако во втором тайме югостинским футболистам удалось провести 2 мяча и выиграть со счетом 2-1. Мы играли с очень хорошей командой, дисциплинированной, и одним из лидеров с «Автодором» Владикавказ. Их тренер Роберт Бейтаров, в прошлом игрок «Спартака» Алании. А по игре хочется сказать то, что наши ребята вышли в хорошем настроении, так как получили новую форму. Играли в новой форме вот первую игру вот эту с «Автодором». Но по ходу, проигрывая со счетом 1-0 в первом тайме, все-таки вышли во втором тайме и опять-таки показали свой характер. И выиграли со счетом 2-1. Сначала Алан Каджаев с 11-метровой отметки забил с пенальти мяч, а потом Руслан Пухаев завершил красивую комбинацию после передачи Суслана Кабулова. И выиграли со счетом 2-1. Сейчас мы единственная команда, которая идет стопроцентным запасом. Идем на первом месте также. Хочется сказать по позапрошлой игре, то, что мы играли со «Спартаком», они нарушили регламент. И сейчас эту игру перенесли наперед, и эта игра будет переигрываться. И в отдельности еще хочется поблагодарить хороших людей очень, которые нам выслали с Москвы мячи, форму, манишки, фишки. И огромное им спасибо за это, за то, что проявили такое внимание. Следующую игру мы проводим 19 мая, проводим также с одним из лидеров, играем с Ардоном. И эти очки нам очень нужны как воздух, чтобы от преследователя оторваться хотя бы на немножко, так как мы на этот сезон ставим большие задачи и боремся. Ну а далее прогноз погоды на завтра, 16 мая. В Знаурском районе республики завтра, 16 мая, переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 10. В Тявском районе переменная облачность, днем плюс 25, ночью плюс 13. В городе Квайса переменная облачность, небольшой дождь, днем 22 градуса тепла, ночью плюс 11. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность, дождь, днем плюс 20, ночью плюс 9. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, небольшой дождь, днем 23 градуса тепла, ночью плюс 12. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.